И сегодня у нас традиционный разговор с хорошо знакомым и любимым нами Русланом Асиным. Приветствую, Руслан. Очень рад. Приветствую, Гела. Взаимно. Руслан, вы помоложе меня, но, может быть, вы помните, такой был сериал при Советах еще «Вечный зов». И там есть замечательный момент. Басилашвили играет этого, то ли немецкий, то ли российский немец, который, в общем-то, потом то ли просто коллаборант, но суть в том, что я просто сейчас вспомнил, почему про это. Замечательный диалог, где он говорит, да, говорит, эту войну, говорит, мы проиграли. И проиграли бесповоротно. Но войну за умы людей мы выиграли. И эта война вам еще и гнется. Вот этот момент, я вообще сам сериал помню очень смутно. Но вот этот момент я запомнил очень хорошо. Вот война за умы людей называется. И война за умы людей конкретно в Татарстане и среди других национальных республик Российской империи. Насколько она сейчас проигрывается и насколько можно ее отыграть. То есть война в Украине как фактор. Насколько она подействовала, в данном случае мы будем говорить о татарском обществе, но понятно, что оно, в общем-то, это как пример. Я думаю, что в других более или менее такие же процессы в других местах. Поменьше, может быть, потому что татары все-таки уже сформировавшаяся политическая нация, тем не менее. Я думаю, что война, конечно, оказывает существенное влияние, и она взбудоражила очень много того, что спало, что находилось в таком состоянии, скажем, забытия. Но вы как историк, наверное, подтвердите, что таким же образом воздействовало польское восстание в середине XIX века, война на Кавказе. Кстати говоря, огромное количество польских офицеров, как мы помним, поехали на Кавказ поддержать кавказцев против войны против империи. В том числе и тюркско-татарское общество реагировало на события в Польше, хотя это было очень далеко, и, понятно, не было того информационного общества, да, информация доходила слабо, понятным образом, и куда-то докатиться было тяжело, но в целом это очень серьезно повлияло. Потом мы помним «Весна народов» 1848 года, то есть это все будоражило вот это вот имперское пространство. И так уж получилось, по-моему, мы с вами даже это обсуждали, что во времена Российской империи, в особенности во времена Николая Кровавого, Николая I, Российская империя была озабочена польским национализмом, украинским национализмом, потому что они считали, что поляки на них воздействуют, и очень сильно были озабочены татарским фактором. Я читал прям документы, записки Министерства внутренних дел о том, что есть две опасности. Первая с запада – это поляки и украинцы, которые как бы никак не хотят там успокоиться и жить под пятой Санкт-Петербурга. А, значит, на востоке это татары, которые хотят всех татаризировать, исламизировать. И народы Поволжья, и степняков. Подразумевается казахи, кыргызы, да, но влияние татар было достаточно сильно на них, интеллектуально, духовное. И, соответственно, делается вывод, что нужно и тех, и других каким-то образом прижать к стенке. Сейчас мы видим, что история повторяется, но поляки обрели свободу и независимость. Украина формально в 91-м тоже, но, как мы понимаем, оказывалась под сильным воздействием Москвы. И вот сейчас ее борьба именно за свободу, самостийность, самостоятельность и право просто жить. У нас эта ситуация не менее сложная, хотя не идут прямые боевые действия, но, как вы правильно отметили, идет война за умы и души людей.
Потому что, ну, не знаю, можно ли сказать, что Путин Мефистофель. Наверное, нет, он скорее крошка Цахис. Но как бы там ни было, он, конечно, делает все, чтобы всех не просто подмять, а лишить внутреннего содержания. Вот эта вот идея русского мира, она ведь, ну, в Российской империи не была всем русским. Такого не было. Ну, там православие, да, мы как бы живем в едином имперском пространстве, но все равно сохраняли какие-то очаги такого, ну, самостоятельного, что ли, да. Ну, и эпоха, конечно, другая была, мы прекрасно понимаем, что невозможно было до каждого села дойти и их проштамповать как следует. Но сейчас тотальная пропаганда, механизмы манипуляции и воздействия тотальные просто, потому что все-таки государство имеет настолько сильный аппарат принуждения разным образом, и силовым, и административным. Ну, вот простой пример, да, то есть ты не можешь быть крестьянином и не находиться во взаимоотношениях с властью. Ну, невозможно. Ты платишь налоги, ты как бы вынужден подчиняться определенным законам, ты встроен в ее информационные и коммуникационные связи. То есть, ну, каток более серьезный, чем он был в 19 веке, на самом деле. То есть можно, конечно, отшельником куда-то уйти, но много ли ты сделаешь, будучи отшельником там, или обреком, да? Обреком Зелимханом, например. Ну, не особо много, и тем более сейчас мы знаем, что опять-таки дроны и все остальное, механизмы слежения позволяют и героев-одиночек отслеживать. Поэтому тотальность этого режима помогает ему в ускоренном темпе создавать дивный чудный мир, ну, такой вот не Олдоса Хаксли, конечно, где не все счастливы абсолютно, где абсолютно все несчастливы. Вот Все несчастливы, да. И, собственно говоря, если вспоминать и Толстого, да, все семьи счастливы одинаковые, но несчастливы по-своему. Я думаю, что в России все наоборот. Несчастливы все одинаково, в общем-то, так или иначе. И я думаю, что, вот возвращаясь к первоначальному вашему тезису, война всколыхнула очень много и заставила взглянуть на некоторые вещи другими глазами. Но эти глаза ведь еще нужно открыть людям, эти шоры. И, собственно говоря, всякий раз говоря о языке и объясняя людям, почему как бы вот мы боремся за языки и почему вот я конкретно, так сказать, постоянно делаю на это упор. Я объясняю, что язык – это не только средство коммуникации. Сейчас вообще с этим проблем нет. Да, с коммуникацией, там, транслейты, гуглы, на пальцах можно объясняться, эмоджи можно объясняться, да, как известно. Язык – это взгляд на мир конкретного народа. Конкретного народа. Я сейчас там активно прочитываю, например, всякие труды, ну, вот, например, там Щедровицкий «Переосмысление ключевых евангельских событий». Ну, Щедровицкий известный специалист по Ветхому и Новому Завету, и там очень интересные вещи, которые я для себя подчеркиваю, касательно народа. Вот Всевышний говорит: «Я сделал вас своим народом, или я лишу тебя твоего народа». Это очень интересный момент. Это ответ всем тем, кто говорит, что народ – вещь конструируемая, нация. Но народ сцеплен все-таки некой сакральной миссией, с сакральной исторической ситуацией. Я в этом глубоко убежден. Поэтому, например, и в Коране сказано: мы создали вас народами и племенами, чтобы вы познавали друг друга. Ну, познавали так не в этнографическом смысле, да, изучали, кто ест борщ, а кто там, значит, что-то другое, там, условно, чачу пьет. Не в этом смысле. А изначально и древнееврейское, и древнеарабское слово «познавали» подразумевается, и здесь Щедровицкий об этом пишет, познание как соитие, сакральное соитие, сакральное схождение в некую единую цепь. То есть там сказано, например, и Адам познал Еву, и применяется тот же самый глагол, да, познал. То есть стали с ней одной семьей. Вот в этом смысле семья народов, но которая сохраняет свою идентичность, это то, к чему нам надо стремиться. И вот это выводит нас на следующее, что только сообща, только вместе мы можем сопротивляться этому монстру, даже
татары, вторая по численности нация в России, имеющая там серьезный, богатый политический опыт, все остальное, сейчас находится немножко в, скажем, разобранном состоянии. Потому что эта война показала, что если ты будешь сопротивляться, тебе могут разобрать на мелкие атомы, как это происходит сейчас. И что делать в этих условиях? Соответственно, надо вырабатывать какие-то новые подходы и стратегемы. Что такое нация? Как выживать в этих условиях? Татар – диаспоральная нация, соответственно, мы должны говорить о диаспоральном принципе. И поэтому я, например, вот там активно двигаю тему двух Татарстанов, статичного и динамичного, да, что диаспора должна взять на себя форму динамичного Татарстана, пока тот находится вот в плену, скажем, да, в такой пути. Все это вот вопрос теоретический, но когда говорят, что друг Аркадий, не говори красиво, как говорил Тургенев, да, писал Тургенев, и хватит, там сказать, умничать, сидеть с мудрым Гелой Васадзе. Я говорю следующее. Все же мы выросли или выскочили из шинели Гегеля, от Маркса до Хайдеггера и так далее. И Гегель сказал следующее. Германское государство и германская нация сначала родились как теоретические аспекты, и потом они стали плотью того, что мы имеем. Поэтому без теоретического осмысления невозможно, да, даже чтобы построить, я извиняюсь, дом небольшой, у вас должен быть чертеж, у вас должны быть расчеты и все остальное. И когда мы строим нацию, и когда мы строим цивилизационную сущность, конечно же, мы должны говорить об идее. И следующий важный аспект, на котором я стою, что опираются на то, что сопротивляется. То, что имеет фактор сопротивления, то и имеет основы в жизни. Как говорил Камю, рождение бунта означает рождение сознания. То есть, если мы будем сопротивляться, значит, мы будем общностью сознания. Если мы общность сознания, значит, мы в этом мире не растворены, а проявились как фактор. У немцев в этом смысле тоже есть хорошая идея о том, что пространство протеста – это пространство сознания. А рождение сознания как бы выдает политическое. Собственно, да, из него произрастает, как говорил Гейне. И я думаю, что вот к этому нам надо стремиться. Так или иначе, но украинцы заслуживают бесспорно места в мировой истории и как цивилизация, потому что они продемонстрировали, что сопротивление – это есть сознание. И в том числе вот как раз же это проявилось через язык, через тот интерес к украинскому языку, и сами они к этому пришли, да, что это фактор политического сопротивления в том числе. Кстати, я вчера у меня был разговор с Русланом Кутаевым, я был вчера, честно говоря, шокирован. То есть я не предполагал, вот, правда не предполагал, чтобы в Чечне, в каком-то чеченском селе школа была не чеченская, не на чеченском языке. То есть я был абсолютно уверен, вот, даже сидим, и вроде бы как чуть ли... Я не считаю, что я знаю Кавказ, тем более северный, но ни в коем случае, но тем не менее, кое-что зная о Кавказе, и вот на таком элементарной вещи я просто не акцентировал, не обращал никогда внимания, я не спрашивал ни у кого. То есть для меня по умолчанию было, что да, конечно же, будет на чеченском языке. А на каком еще языке? Я не знаю, может быть, и сейчас я вообще, может быть, я сейчас опозорюсь. Но я-то думаю до сих пор, что в Артском или в Ахтамышском районе школа на татарском языке. Это ведь так? Я надеюсь. Нет. К сожалению, нет. Это как в старом анекдоте. Что значит нет? Я прошу прощения. Они ведь были. Они были, но вот как раз-таки в 2017 году, даже ранее, если я не ошибаюсь, так, сначала в 2007 или в 2004,
в 2004, да, отменили сдачу ЕГЭ, единого госэкзамена, на национальном языке. Это означает, что... И в конечном итоге ЕГЭ, а вы знаете, это страшная вещь, поэтому я ее называю баба ЕГЭ, значит, и огромное количество детей даже накладывали на себя руки, потому что или боялись сдачи ЕГЭ, или же проваливали. Соответственно, вот он учится 11 лет там на татарском языке, а ЕГЭ сдавать на русском языке. То есть он мыслит на татарском языке, он все задания на татарском языке. И поэтому стали переходить на русский язык обучения. Второй шаг, который предприняла Москва, она лишила регионы, ну, понятно, что это удар был прежде всего Татарстан больше всего сопротивлялся на эту тему, это отмена этнорегионального компонента в системе школьного образования. Что подразумевалось в виду? Что часть, вот какой-то там 20%, условно говоря, Москва отдавала на откуп регионам, они преподавали историю, ну там краеведение, да, культуру родного края. Это забрали, этот элемент, то есть и тотально 100% определяла уже Москва. И третий удар был нанесен в 2017 году, когда обучение, то есть обязательное преподавание национальных государственных языков республик было отменено. Это удар по системе образования, он шел целенаправленно абсолютно для того, чтобы лишить, значит, народы их главного преимущества, обучение на собственном языке, потому что они прекрасно понимали, что лишив языка и лишив их системы национального образования, они лишают их души, татары, по-моему, и башкиры. В Российской Федерации, в РСФСР, я не беру союзные республики, понятно, были двумя народами, у которых был полный цикл системы образования, который потом уже в Российской Федерации вылился в полную систему, тоже от детского сада до... Высшей школы, да. Высшей школы и Академии наук. Академии наук у нас есть свои. Вот. Кстати, я косвенным образом как-то принимал участие в образовании Академии наук Татарстана. Но это отдельная другая история, да. Да, это с Хасановым, да? Да. С Хасановым. Да, ему недавно там на памятную доску установили на здании как раз, ну вот вы знаете, где это здание, да, на начале Баума. Ну и вот, и так получилось, что действительно такие районы, как Актаныш, откуда родом Шаймиев, да, где там 99% татар и там 1% марийцы, обучение проходит на русском языке. Ну, то есть каким образом? Конечно, они могут общаться там татарским. Это невозможно, в смысле, я про это говорю. Но имеется в виду, что учебники и все остальное, производство знаний идет на русском языке. Общаться они могут там на татарском, проблем нет, и так это происходит. Но у тебя учебники, ты домашние задания. То есть учебника на татарском языке у них нет. А у них нету. Почему? То есть можно это сделать, но там настолько много нюансов Москва построила. Например, вот есть учебник, там, география. Значит, ты его переводишь. Переводит его Татарстан на свои деньги. Причем перевести там, например, один учебник стоит несколько миллионов. Сертифицировать надо. Ты отправляешь это в Москву. Вот ты его сертифицировал. Там сидят люди, там, знающие татарский язык. И они могут эту книгу и этот учебник проверять год. Скажут, что тут какое-то несоответствие, тут вот это слово неправильно перевели, ребята. Идите переводить заново. Это происходит на протяжении нескольких лет. Я просто знаю эту систему. Люди, которые этим занимались, они мне рассказывают. И вот, говорит, мы там 2 года бьемся буквально за каждое слово, а те сознательно делают так, чтобы тебя просто замылить в этой теме. И 2-3 года как бы ты не получаешь. Дальше происходит следующее. Хорошо, они сертифицировали вам учебник. Теперь, большая часть ведь татар проживает за пределами Татарстана. И Татарстан, согласно Конституции, 14 статье, взял на себя обязательства по культурно-духовному обеспечению потребностей татарского народа.
Соответственно, Татарстан отправлял учебники в школы татарские за пределами Татарстана. А сейчас это невозможно, потому что легитимность Министерства образования и науки Татарстана ограничена его административными границами. И там, значит, куда они там условно отправляют в Свердловскую область, там говорят, да, вы знаете, но мы не возьмем. Мы не возьмем, ну вот потому что и так далее. Выкатывают какие-то вещи, да. И, соответственно, надо ехать, вот, поднимать договор, вот же у нас с вами есть договор и так далее и тому подобное. Может это тоже занять 2-3 года. А дети уже подросли, учебники уже не актуальны. У него сертификация, по-моему, на 2-3 года. Ну и так далее. Это Татарстан, который больше всех в это вкладывает. Ну, да, потому что про других я вообще не говорю, мы вообще не говорим, потому что на самом деле, ну так получилось, что мы берем Татарстан, но на самом-то деле мы берем самую сформировавшуюся, самую развитую, самую... Не хочу никого обидеть, но это так. Да, и Татарстан собирал, я помню, и, значит, глав Министерства образования всех республик. Ну, то есть очень много в этом направлении работы, помогали другим республикам и все остальное. Но, опять-таки, Москва выстроила таким образом, чтобы вот добиться движения на сантиметр, на йоту, тебе нужно такое колоссальное количество энергии, килоджоулей потратить, да, что в конечном итоге это оборачивается пшиком. Ну ладно, у тебя есть терпение. Ты идешь, работаешь, бьешь лбом, пока в конечном итоге там трещина где-то не будет или на лбу, или на этой стене бетонной, или кремлевской. Вот. И в Актанше, конечно, говорят, понятно, на татарском, там, кстати говоря, бывший глава администрации Фаттахов Энгель Резакович, которого поставили потом министром образования и науки, вице-премьером Татарстана, и в 2017 году он сопротивлялся вот этому московскому давлению, его убрали, причем очень жестко, там, заведением уголовных дел. Так вот, он как-то сказал, вы знаете, в Актанаше легче ребенка научить английскому, чем русскому. Ну, как бы вот так вот. Да, реально они русским тяжело не то, что дается. Считалось, что как бы русский так или иначе ты выучишь, все равно деваться не. Вот. Поэтому говорить-то мы говорим, естественно. А вот язык науки, язык мысли высокой и язык высшей школы, он уходит. Ну, просто уходит. Например, запрещено уже как пару лет защищать диссертации на татарском языке. Пришла директива из Москвы. То есть ты, например, защищаешь диссертацию по филологии. Тебе говорят, нельзя. Татарской филологии. Татарской филологии. Ты можешь там приводить примерчики, все такое. Но, если ты выгоняешь язык из системы высшей школы, то, естественно, он будет... Я прошу прощения, мне просто дико интересно, как можно защищать диссертацию по татарской филологии на русском языке. Могучий и великий. Не, я не спорю, даже мы с вами на нем сейчас говорим, но... Вот это к вопросу о том, Гела, с чего формально начался кризис даже в Украине. Помните, да, притеснение русскоязычных в школах, навязывание украинского языка, это же все с этого. Москва это четко интуитирует. И вот эти вот наезды в 2017 году конкретно на язык, Путин выступил, да. Более того, в 2017 году я был просто, так сказать, фронтиром всех этих дел. Проверки прокурорские приходили в детские сады и смотрели, значит, на каком языке их учат детские сады. Естественно, что все эти перепуганные увольнялись, уходили, кто в знак протеста, кто перепуганный, да, они просто переворошили учительскую среду, ну, которая является, в общем-то, интеллигентским базисом, да, то есть это те, на ком, в общем-то, лежит вся эта высокая миссия. То есть они сказали, да, и если я не ошибаюсь, то, по-моему, 7 тысяч, что ли, или 17 тысяч учителей татарского языка и литературы
остались неудел. И понятно, что их не могли выкинуть на улицу. Они перепрофилировались. Ну, условно говоря, вот он филолог. А его там, ну, давай переучимся там на географа, учителя географии или учителя там обществоведения. Да. То есть это сделалось и таким образом. То есть на самом деле это этноцид. Этноцид, который... Я прошу прощения, что сейчас перебиваю, я уже для себя делаю пометки там в хронологии, там, когда, о чем мы говорим, чтобы потом легче было. Я уже написал. Я написал здесь убийство нации. Это самое настоящее убийство нации. И я честно скажу, вот зрители, кто верит, тот верит. Я действительно сейчас очень сильно расстроился, потому что, ну я еще раз говорю, я мог предположить там, что какие-то проблемы с национальным языком, что-то там, но я не мог предположить масштабов этого. То есть, я честно скажу, значит, смотрите, когда я в 86 году попал в Казань, я уже, по-моему, об этом рассказывал, мне было несколько странно, что, ну, там, пединститут есть, а в университете только одна группа татарского языка. Потом и в филиале Академии наук и ЯЛИ был, Институт языка, истории и литературы. Потом на моих глазах, в общем-то, происходил процесс действительно национального строительства, вот национальных институтов, общественных институтов. От Академии наук до факультетов и так далее. И действительно, вот это атрибут, это необходимая часть любой нации. Не потому, вот, абсолютно согласен с вами, мы друг друга понимаем, и мы можем говорить на любом языке, который мы знаем. А скоро будет вот этот, в ухе у нас будет какое-то устройство, я в этом уверен абсолютно. И можем разговаривать и понимать со всем миром друг друга. Дело же не в этом. И тут еще один момент. Я просто представил себе тех детей, которые, не зная русского языка, учатся на русском языке. Но это означает, что целый пласт абсолютно необразованных людей. В свое время у меня были разговоры по поводу вот перехода от арабской письменности к русской. И как раз говорили о том, что целые пласты культуры выпадали, потому что люди не могли читать. Но сейчас-то эта проблема сейчас преодолевается путем оцифровки. Можно там... Продолжала писать на арабице и писал стихи даже на арабице. А у них же как был переход с арабицы на латиницу. В 20-х и в 39-м Сталин перевел на кириллицу. Кириллицу, да. То есть их два перехода было. И стояли вот эти вот тюки с книгами у бабушки в деревне, я помню. Огромные тома я еще тогда... Кстати, она меня учила арабице, бабушка. Значит, и они были написаны все на арабице. Огромные, я думал, что какая-то мудрость вековая там в этих книгах. Ну, вот такой трепет, потому что вот такие истлевшие желтые страницы, красивая вязь такая, да. Значит, потом у меня была мечта перевести их и посмотреть, что же там написано-то в действительности, да, потому что я боялся прикасаться, я считал, что там такая сакральная, так сказать, скиния, да, находится. Вот. И это все, это отрезано было, мы от этого были отрезаны, и даже наши родители уже были отрезаны от этого всего, как мы понимаем. Это дело сознательно Сталином, да, чтобы отрезать пуповину вот этой вот духовной нити. Лиши народа языка, и все, он превратится просто в гомогенную, не очень понятную массу. Вы знаете, что классик татарской литературы наше все, Габдулла Тукай, рано ушедший в 26 лет, главный его стих, который как бы считается, должен знать каждый татарин, называется «Итуантель», о родная речь. Да? Он стал неформальным гимном татар, посвященным языку родному. Итуантель и Матуртель, да, о прекрасная моя речь, язык моего отца и моей матери и так далее. И он стал неформальным гимном татар. Если помните, все мероприятия у нас заканчивались и начинались этой песней, этими стихами. На нее потом мелодику наложили. Это очень трепетное отношение было. Но сейчас, естественно, Москва же сидит, смотрит. И если помните, то в Казани ИСТФАК называли факультетом черных полковников.
Почему? Потому что из статфака и из истфака брали в КГБ. Потому что национальный регион был, естественно, и нужно, чтобы чекист знал не просто язык, менталитет, историю и все остальное. У меня даже однокурсник есть один генерал КГБ, не буду называть имени. Таких очень много, я думаю, что кто на истфаке был, знает прекрасно, да. И, естественно, эти люди прекрасно владели там языком, и знали литературу, и все остальное. Вот задача была такая. Естественно, они фиксировали все это дело, понимали и знали, по каким местам бить. Изучаешь соперника, да, знаешь, что и как, ну, как борцы, да, вот знают, что он при переходе у него вот слабое место, раз, зацепляет. Это происходило, благо, как бы с точки зрения Москвы, что имперская история борьбы очень большая, хорошо изучена. И, естественно, все это сейчас в эпоху управления чекистов, помните, как у Пелевина «Крайняя лампа Муфусаила» или «Крайняя битва чекистов с масонами». Чекисты с масонами, да. Значит, там был Капустин, генерал-лейтенант, да. Значит, вот эти Капустины, они пришли к власти. Эти Капустины пришли к власти и, в общем-то, вот установили то, что мы имеем сейчас. Меня другая мысль поражает. Меня поражает другой момент. Вот понимаете, в чем дело? Вот то, что это прошло, да, вот я имею в виду даже не это. Я помню вот все эти разговоры про национальный язык и так далее. Но глубина вот того, что происходит, то, что прошло даже мимо меня, который, ну, в принципе, так или иначе, краем глаза отслеживал то, что происходит, означает то, что у этого не было никакого резонанса. Вот есть масса правозащитных организаций, в том числе и международных правозащитных организаций. Есть, ну там, я сейчас навскидку могу назвать штук 10 их, которые очень солидные, с большим финансированием и так далее и тому подобное. И ничего, никакой реакции на вот на убийство целого народа, на убийство целой нации. Это как? Это большая беда была, потому что я вам скажу, что мы ходили на разные структуры в 17-18 годах. Единицы из даже СМИ откликнулись. Ну, вот я скажу, что откликнулась «Новая газета». Единственное, кто освещал. Там заказывали даже статьи нам, там как-то пытались вникнуть. Понятно, что для них всех это очень сложная тема, какие-то националы там за что-то борются. Вот. Вся либеральная тусовка, пространство, оно было озабочено, как понятно, своими либеральными лидерами, там Навальный и остальное. А все вот это для них как-то оно периферийно, какие-то вот националисты и так далее. Как-то никто не вникал во все это дело. Были там отдельные отчеты, я смотрел, он даже у мемориала, но так несколькими тезисами, что вот там нарушение. А так практически нет. Реакции, вы правильно подчеркнули, не было. Что еще раз нас убеждало в том, что наши проблемы утопающих – это наши проблемы. Конкретно так было. Они еще объясняли так. Ну, раз эти этнократы, они же называют этнократами все элиты национальных республик, ну, они же борются за эти свои языки. А почему мы должны их поддерживать? Это часть номенклатуры, это часть вертикали власти. Ну, где-то, да, там имеет какие-то противоречия с Москвой. Но это же не настоящая оппозиция. Но их не сильно волновало, что как бы общественность, вообще, которая не имеет отношения к этой вертикали, сопротивляется этому. Но, например, я был на Алтае, там, объехали весь Алтай в 19-м, что ли, году, 20-м ли. И вот там собирались, встречались с активом алтайским, и так вот разговариваем с моим старшим товарищем, известным историком Дамиром Исхаковым. И алтайцы подходят, говорят: вы что, алтайцы? Нет. Язык-то одинаковый, ну, за исключением арабизмов, фарсизмов, язык один и тот же. И мы были поражены. Республика Алтай. Нет никаких вывесок на алтайском языке. Понятно, что республика маленькая.
ни национального театра, ничего. И все это сохраняется вот в небольших алтайских деревнях. Просто. Прекрасно понимаю. А ведь носится алтайская цивилизация, Алтай, там про родину, вот эти сумасшедшие, значит, московские очкарики. Но сознательно убивают алтайскую идентичность. Сознательно. Они, например, рассказывают. То есть там пригнали губернатором какого-то московского умника, по-моему, из Сколково. Что они делали? А для алтайцев, ну, как бы там все сакрально. Горы, все вот они как бы... У них вообще есть такой определенный уклад. В горах нельзя кричать. Ну, вот так вот нельзя. Что делают эти приехавшие и наехавшие? Они начали, значит, на всех этих горах пишут там. Здесь был Вася. Приезжают алтайцы. Все это стирают. Потом, говорит, кощунственно было то, что вот приехали эти москвичи, эти представители элиты, и стали устраивать там сейшины, дискотеки. Привозили огромные колонки в горы. И там дунс. Вот это все. Что просто оскорбление для алтайцев. Но они прекрасно знали, что для алтайцев это оскорбление. Потом был такой момент, мне рассказывали. Значит, у них какая-то есть своя сакральная гора, но там их много. И вот какой-то приезжий представитель епархии, глава епархии, решил установить там крест. А алтайцы в основном, они исповедуют свои культуры. Так вот, решил установить крест. Поставили огромный крест. Какие-то алтайцы ночью приехали, трактором убрали. Те, значит, недолго думая, сделали там бетонное основание, все как-то поставили. Алтайцы пригнали 2 трактора, убрали этот крест. Что они делают? Тут обратился к губернатору. Губернатор выделил вертолет. И вертолетом поставили куда-то на вершину горы. Православных там нет просто. Вот я к тому, что это просто там в округе нету никаких православных, там надобности-то нету. Ну, там тоже умельцы нашлись, которые как бы опять убрали, да. Потом этих людей нашли, там какое-то уголовное дело завели. Это вот просто небольшая иллюстрация того, как они относятся к народу. Как они относятся к народу. С языком мы с вами выяснили, разбираются на раз, два, три. Школы закрыли, запретили, и все. Проблем нет. А все-таки дело техники. Все-таки у нас вот сейчас разная оптика. Когда я начал говорить, а где правозащитные организации, вы сказали про мемориал, там, московский и так далее. Бог с ними. Они-то... Где международные правозащитные организации? 7-миллионный народ лишают языка. Фактически, да, здесь я не юрист, я не могу это квалифицировать, но по мне так здесь есть элементы этноцида, самого прямого этноцида. И ни в одной я не знаю, может быть, там в каких-то отчетах правозащитных организаций где-то это звучит, но это не тема вообще. Я стараюсь так или иначе следить за мировыми СМИ, я не видел ни одного материала по этому поводу. То есть это не тема. Это не... То есть это не послужило триггером для обсуждения. Посмотрите, что творится. Потому что это Россия. Ну, наверное, потому что это Россия. Возможно, потому что мы сами не довели. Здесь, как бы, я думаю, что неправильно будет, если я буду скидывать с нас эту ответственность, что мы сами не проработали где-то. Хотя выходили на разные международные организации. В ООН вот там есть по малочисленным народам, хотя мы не малочисленный народ, но ну как бы ищешь малочисленных. Искали возможности, какие-то доклады вносили, но резонанса не было. Не хотели они, во-первых, с Россией, не хотели, прямо скажем.
Правозащитные структуры международные в России работали, как вы знаете, под очень серьезным давлением. И лишний раз как бы вот, ну, дразнить дракона тоже никто не очень хотел. Подождите, секунду, я вынужден перебить. Куча стран, где они работают под серьезным давлением, и они начинают кричать об этом. Вот здесь нарушаются права человека, вот это вот, вы возмущены и так далее. А здесь ну, вот такое вот вопиющее и ничего. Ну ладно, хорошо. Проблема это есть, к сожалению, и где-то была опасность, даже вот такая внутренняя, скажем, у представителей национальных интеллигенций. Ну вот если мы сейчас задействуем международный фактор, ну тогда вот точно уже очень плохо будет нам, сами понимаете, и так как бы давит, скажут, вы и связаны там с американцами, с этими европейцами, так все сейчас там. Где-то и такая опасность была, опаска. Нет, но в России очень любят говорить о том, что вот американцы в 18-19 веке истребили индейцев, коренное население. Линчуют. Это любимая тема, у них там негров линчуют и так далее и тому подобное. 21 век на дворе. Но есть же международные конвенции, к которым Россия присоединилась. Есть, да. Но нет, она очень хитро сделала по языкам. Она не присоединилась. То есть она обещала о том, что она их подпишет. Но вот все конвенции, мы их хорошо изучали, по языкам, по притеснению, значит, народов она не подписала. Это при Ельцине. Ельцин их подвесил. Сказал, да, вот сейчас чуть-чуть дайте нам немножко возможность, сейчас построим демократию нормально и подпишем. И при Путине, понятно, уже никто и не заикался об этом, потому что будем подписывать. Поэтому формально они международные нормы вот эти вот чисто юридически не нарушают, как бы. То есть, очень сделано. Кстати, очень важный момент. Очень важный момент. Это момент того, просто так на будущее. Пускай тот, кто должен сделать за руку, пускай себе сделает. Если в момент слабости империи не додавить ее, мы видим, что у этой гидры отрастают новые головы, и она начинает пожирать дальше людей и целые народы. Поэтому, ну, как бы... И вот мы подошли к войне. Честно говоря, ну, я так или иначе, у меня есть общение с той же Казанью, с Челнами, Нижнекамском. И везде я слышу одно и то же. Гел, а войны не чувствуется. Гел, а войны как бы ее и нет. Ну да, кого-то там забирают, откуда-то там. А у нас нет, у нас все в порядке. Вот у нас все в порядке. Я не знаю, может быть, это так у моих знакомых получилось, но я думаю, что это достаточно репрезентативная у меня выборка. Война действительно вообще не чувствуется. Ну, сейчас люди привыкли, да. За 2 года они привыкли, скажем, к тяготам, к атмосфере. Они подстроились и пристроились. Да, естественно, вот шоковое состояние. Любой человек же не может жить постоянно в этом шоковом состоянии. Психика подстраивается, центральная система тоже. Плюс ко всему, ну, удаленность все-таки серьезная от театра боевых действий, хотя там что-то долетает, вот до Волгограда тут долетело там, до Энгельса, да, это город-спутник Саратова, то есть это Поволжье, я к этому говорю. Что-то долетает, ну, а так люди подстроились, да, вот мобилизация была, мы помним там все вот этот вот ужас, кипиш, но сейчас как-то, ну, не высовываться, не писать, лайки не ставить, жовто-блакитные, так сказать, цвета на себя не надевать, и, в принципе, как бы вот так вот все нормально. Это я имею в виду про обывательскую массу. Естественно, что люди, думающие и включенные в политические реалии, они живут в другом ощущении. Они живут во внутренней миграции. И даже я тут проводил как раз вот на Татполите на канале у нас стрим, посвященный этому. А что делать?
Да, вот один из механизмов – это уход во внутреннюю миграцию, потому что нужно дойти до такого рубежа, когда режим начнет падать. Ну вот пришел Андропов, да, вы же помните эти времена. Вроде все, чекист пришел, казалось бы, там всех людей вытаскивали из бань, из кинотеатров, там сейчас тут все жесткий режим. Как пел там Елизаров, мы с тобой тут лежим, а снаружи кровавый режим. Значит, вот, но потом как бы пришел Горбачев, да, маятник качнулся в другую сторону. Вот, возможно, мы вновь переживаем этот период. И сейчас важно сохранить эти внутренние ресурсы, внутреннюю миграцию. Я понимаю, что где-то там украинцы могут с критикой выступить, сказать: ребят, сопротивляйтесь, что же вы там. Но это нам легко говорить, и мне легко говорить, призывать. Я сижу как бы не в России, да. Но я прекрасно понимаю тех людей, которые там сидят, и их ощущения. Вот. А что делать вот в этих условиях? Ну, я не боец. Вот прямо говорит, я не боец, Руслан. Я из другой глины создан, я не готов сидеть 20 лет. Что мне делать? Ну, я внутренне как бы с этим не согласен. И этих людей тоже надо уважить, им тоже надо дать стратегему борьбы, внутреннюю стратегему борьбы. Нельзя их, что называется, отталкивать и говорить: вы трусы и все такое. Не надо этого делать, я считаю, это неправильно стратегически. Есть разные люди. Ну, да. Мы же помним, что говорил нам Гумилев, да? Люди длинной воли и... Да, ну сколько, 2-3% он говорил. Как пел тот же Елизаров, пассионарный толчок, толчки я просто закрывался на крючок. Значит, вот можно, конечно, закрыться, да, простые люди так и делают внутреннюю миграцию. Есть пассионарии, их 2-3%, это всегда был. Гумилев говорил, если 5-6% все разрывает народ, разрывает внутри, он просто взрывается, как вот та самая граната перезревшая. Поэтому здесь где-то надо выждать. Вот. Этот режим, я думаю, он изнутри сгнил, конечно. И, ну, вот по Ницше падающего надо подтолкнуть. Чуть подождать, подтолкнуть. Ну, по-другому никак. Потому что, когда вы действительно находитесь вон там, не на рубежах передних, вы прекрасно понимаете, что эта империя проклята территорией, что у нее настолько глубокий тыл. Это Германскую империю можно было разгромить очень легко. Ну, как бы формально. Небольшая, со всех сторон окружена, союзники здесь, там, все, как бы, что сложности. А ты попробуй в Россию приди. Никто ведь не собирался Россию никогда захватывать. Кроме тюрков, я извиняюсь, никто Россию не захватывал. Это пространство, вернее, России не было так. Почему? Ну, потому что глубина территорий такая, что это могут сделать только люди длинной воли, гумилевские. Ни Наполеон, ни Адольф Алаизович не собирались захватывать Российскую империю, Советский Союз. Хотели разгромить и принудить к собственным условиям. Все. Сумасшедших не было. Все прекрасно понимали, что это необуреваемые, так сказать, просторы. Но вот сейчас что делать? Ведь мы прекрасно понимаем, что ни Соединенные Штаты, ни Европа не заинтересованы в разгроме тотальной России. Почему? Они говорят это прямо. Хорошо, она развалится, а что? А кто будет эту территорию, так сказать, ублажать и выстраивать там порядок? Структурировать. Да, они говорят, мы не собираемся, ребят. Да. Буш-старший перед смертью так сказал. Вообще мы не собирались разваливать. Собирались ослабить. Chicken speech Буша хорошо известен в Киеве. Да. Кто же ему говорил, что вот так вот получится, да? Вроде и не подразумевалось там, да? И, собственно говоря, я даже спрашивал, там, у наших аксакалов, там, у академиков, вы вот подразумевали, вы вообще думали, что в 89 году все это к чертям развалится? Да нет, говорит, как-то так, ну да, думали, демократизация, как-то все так, и бах, проснулись в одно прекрасное утро в совсем другой стране. Не, ну в Грузии уже чувствовалось, что все развалится, а в Казани нет, в Татарстане не чувствовалось абсолютно. В том-то и дело, что даже вот фондация Гулин, всегда известно нашего ныне покойного политика
и депутат, он и полковник, такой очень харизматичный человек, один из авторов вот, проекта «Декларация о государственном суверенитете», он мне сказал так перед смертью. Он говорит: Руслан, вам надо быть готовым. В 89 году мы вообще не ожидали, что так получится, что в 90-м году нам все вот это вот так упадет с неба. Он так сказал, упало с неба. Да. Мы подставили руки. Просто, да. Сейчас мы имеем опыт их, ситуация немножко другая, поэтому я и говорю, мы должны теоретически осмыслять и искать какие-то алгоритмы. Потому что, ну, история, конечно, повторяется, но может повториться более кровавым образом, чем это было. Но то, что вот эта вот сущность имперская или постимперская себя исчерпала, свой ресурс, это точно. Но как и любое явление, которое находится в стадии полураспада, как говорят про Радия Хабирова, главы Башкортостана, полураспад Радия, он, значит, как известно, выделяет огромное количество энергии, да, разрушительной энергии, честно. Поэтому это мы сейчас и наблюдаем, разрушительная энергия, которая волнами уходит в Украину, в Грузию, в Сирию и так далее и тому подобное, да, то, что он там, Путин делает, просто сеет агрессию, потому что, ну, эту энергию куда-то надо девать. А если ее внутрь запустить, то изнутри как бы рванет. Так, значит, давайте перейдем к ответу. У нас не так много времени, а к ответам на вопросы перейдем, тем более, что какие-то странные вещи происходят, пишут люди, типа того, не все вопросы, какие-то вопросы YouTube удаляет или они сами удаляются. Вообще такое бывает? Да, часто нам пишут, где наши вопросы. Да. Сначала обвиняли в том, что вот нет, они исчезают. Да, что-то мы неправильно делаем. Нет, на самом деле, вот по вопросам, честно скажу, вообще ничего не делаю, вообще вот как есть, так и есть. Ну, первое, значит, про эксперта, которого мне советовали, сейчас не буду озвучивать. А тут сразу же два вопроса от архив from library, такой есть зритель наш. Вопрос к Руслану. Видит ли он в будущей перспективе войну между Россией и Китаем? Хороший вопрос. Эта война, что называется, будет война в поддавки. Если помните, вот были шашки, и в детстве мы играли в поддавки такие, так. Вот это примерно такая же будет, потому что, ну, Россия, которая не может справиться с Украиной, ну, куда, что называется. Китаю, собственно говоря, опять-таки вспоминая старый советский анекдот, да, сели в генштабе китайском и думают, как завоевать Советский Союз. Один генерал говорит: у меня хороший план есть, давайте будем переходить ночью небольшими группами по 2-3 миллиона человек. Вот этого достаточно для того, чтобы захватить, воевать там абсолютно. Ну и потом у России нет уже там войск, это надо понимать, все перекинуто на Запад. Я бы ответил бы уважаемому зрителю, что по мне так война это уже идет, мало того, что она уже идет, она уже закончена, Китай победил. Не надо по этому поводу переживать. Рустам – это зритель, которому я очень благодарен за его вопросы, потому что, ну, действительно, он каждому гостю задает вопросы, это дорогого стоит, но правда, он пишет о том, что его вопрос, написанный Руслану ночью, исчез. Он сказал, что это можно не записывать, нет, это не озвучивать, нет, надо озвучивать, потому что, ну, как бы я правда тут ни при чем. Ну, а теперь сам вопрос. А еще там перепрыгнул на другую ветку. Я не знаю, почему это происходит. Ну, бывает, что называется. А теперь вопрос. Уважаемый Руслан, я неплохо знаком с вашим видением внутренней ситуации в КНР и США. Мне очень интересно, чья государственность, на ваш взгляд, сегодня более устойчива и почему? Вот такой вот вопрос. Тоже очень хороший вопрос. Спасибо, Рустам. Мы вот с Гелой много обсуждали в прошлый раз про американскую идентичность, а до этого про китайскую. Я считаю, что американская модель более устойчива.
ровным счетом потому, что она диалектична, и она, скажем, создает искусственные кризисы, да, то есть вызывает сознательно политическую рвоту, и эти токсины выходят, то, что мы наблюдаем сейчас. А Китай не в состоянии это делать, потому что в китайском коллективном бессознательном сидит следующая максима. О том, что если мы чуть-чуть допустим какой-то либерализации, то страну разорвет, что так и есть. Я напомню, что китайская политическая философская мысль выразила модель, при которой, значит, китайская цивилизация выстроена в виде пирамиды и разделена на 3 этажности. Значит, это хаос. Второе – достижение малой устойчивости. И третье – это великое процветание. Значит, вот эта вот вершина Китай никогда не достигал. Всякий раз после 2-го этажа он скатывался обратно в большой хаос. И вот на протяжении, как они говорят, 4500 лет, хотя, конечно, никаких 4500 лет нет, ну ладно, они вот ходят по этому замкнутому кругу. Сейчас они оказались в той же ситуации. Было достигнуто некое малое процветание, что действительно так. Китайцы никогда так хорошо не жили. И сейчас они уперлись в потолок развития. Это уже сейчас даже не секрет. Даже уже китайские аналитики осторожно говорят, что экономический кризис – да, управленческий кризис – да, кризис мысли – да. И самое главное – кризис отношений с реальностью, с окружающей действительностью. Прежде всего с американскими штатами. Потому что это же американцы вытащили китайцев, да, при Дан Сяопине, при еще, конечно, живом Мао Цзэдуне, который сказал, что Дэн Сяопин сказал, что ну, неважно, какого цвета кошка. Лишь бы она ловила мышей, да. Это его фраза. Сейчас все. Спустя 50 лет, в 1973 году, по-моему, они заключили этот пакт, дали технологии, деньги, специалистов и свои рынки. Сейчас американцы перестраивают свои отношения, и, в общем-то, Трамп это активно продемонстрировал, да, что давайте без китайцев. Китай без Америки зачахнет, потому что Китай по-настоящему это прилипало. Вот к большому древу американской цивилизации он прилипал, он от него жил, питался, потому что мировую фабрику можно, конечно, производить эти резиновые изделия разного, не только изделия номер 1, но и номер 2 и номер 3. А куда вы их будете сплавлять-то? Да, рынки. Кстати, в связи с этим я очень сильно беспокоюсь по поводу, меня беспокоит по поводу приход Трампа не по поводу того, что там он Украине перестанет помогать, не перестанет. А меня беспокоит приход Трампа по-другому, когда он говорит на 60% сократит, значит, рынок США для Китая. Ну, я уже об этом говорил неоднократно, еще раз повторюсь, он ставит Китай в положение Японии перед Перл-Харбором. Да. Китай будет вынужден что-нибудь такое сделать, чтобы американцы сделали, ну, потому что, ну... Да, рынки сбыта, конечно, да. Ну и Германия, которая то же самое, да, начала расталкивать локтями, рынки сбыта нужны были. Растущая экономика, все было захвачено. Единственный выход – это война. Япония то же самое. Но это просто стазис. Это кризис идентичности, который приведет просто к, я думаю, в том числе к гражданской войне в самом Китае. Просто-напросто. Потому что он держится за счет стальных обручей, закрученных так называемой коммунистической партией, хотя, конечно, к коммунизму никакого отношения все это дело не имеет. Так, и там дальше идет обсуждение. Я понял, что нужно открывать и обсуждение под вопросами, потому что дальше там люди начинают спорить. Думаю, не буду я читать, что они там спорят. Но обсуждение по поводу того вот исчезающих постов, и Святослав правильно написал абсолютно, что да, я каюсь по поводу Руслана предыдущего эфира. Я, видимо, действительно создал 2 поста, я не проверял, но, видимо, действительно 2 поста. То есть я написал вопросы Руслану Кутаеву, а потом через некоторое время еще раз написал вопросы Руслану Кутаеву. Ну, соответственно, я, конечно, когда открывал 1 пост и оттуда читал. Версия по поводу Руслана, по поводу того, что Руслан сам отказался отвечать на вопросы, неправильная версия. Но иногда просто я тоже забываю. Поймите меня правильно, у меня по 3-4 записи
в день, не считая моих комментариев другим каналам. Поэтому я просто... Я не искусственный интеллект. Как говорил Шура Балаганов, командор, я не нарочно. Да, я не нарочно, так бывает. Так что я прошу прощения, там, если было два поста про Руслана, пишите, в следующий раз я обязательно задам. Мирослав, которого я на прошлом эфире, у меня были сомнения по поводу того, что я назвал Мирославом с Лубянки. Если я ошибаюсь, я прошу прощения. Но уж очень такие у него вопросы с заковыками. И вроде бы как, вот я сейчас прочту вопрос, и я еще раз говорю, если я ошибаюсь, я прошу прощения. Вот что пишет. Но спасибо за активность, кстати. Пишет четко каждый. Не понимаю, вопросы вы сами удаляете или YouTube вырезает? Не удаляю. Вчера писал, сейчас нет. Мой вопрос был про... Дальше, это все цитаты, я читаю, да? Предательскую политику Турции в отношении мусульманских народов. Турция поддерживает отношения с режимом в Москве, помогает этому режиму устоять финансово-политически. Но если Москва устоит о свободе многих мусульманских народов, которые прямо или косвенно находятся под Москвой, можно будет забыть. Никакой свободы они не получат. Россия эти народы уничтожает и использует, хотя на публику говорит, как в случае с Палестиной, что судьба, которой российскую власть, конечно же, не волнует, что она с ними. Вопрос, нет ли двуличия в политике Турции, зачем спасать Москву, сильная Москва, это хорошо для мусульманских народов внутри России или вне ее. Ну, в принципе, легитимный вопрос, и я просто прочел, я и нелегитимные вопросы читаю. Ну, здесь все очень просто. Я понимаю недоумение Мирослава и других людей, которые тоже адресуют эти вопросы, ну, и риторически адресуют, конечно. Ну, как же, вот, дескать, так. Во-первых, надо прекрасно понимать, что есть интересы Турции. Эти интересы Турции, они связаны с ее государственными интересами. И эти государственные интересы – это не всегда синхронно с интересами мусульманского или тюркского миров. Это тоже надо понимать. То, что декларативно говорят и действуют по-другому, это тоже не секрет. Все государства так действуют. И американцы, поборники демократии, тоже выстраивали отношения с сукиными сынами, которые наши сукины сыны, как известно. Да? Помним режим, по-моему, Батисты, да, кровавый, и так далее, и тому подобное. То есть сейчас сложилась такая геополитическая ситуация, что возможно, что наверное, ну не знаю, с середины 19 века, до Туркманчайского мирного договора, Турция, ну тогда Османская империя, Османская держава, вот в том состоянии сильном, скажем, она реально сейчас может диктовать какие-то условия. Но она считается силой. Это тоже надо прекрасно понимать. Россия оказывает давление на Кавказ, на Центральную Азию, которую Турция не хочет упускать тоже, но прекрасно понимает, что в случае серьезного кризиса что сделает Турция? Будет прямое столкновение с Россией? Ну, глубоко сомневаюсь, что Турция будет прямо воевать с Россией. Через прокси, эти прокси еще на Центральной Азии надо создать. Да. Договорились по Азербайджану? Договорились, это мы прекрасно понимаем. По Карабаху, я имею в виду. То есть они ищут точки соприкосновения, он реализует свою политику. Турция и со времен Византии, и во времена османов всегда вела такую политику, которая с внешнего взгляда выглядит как странно, двойственной, тройственной и так далее. Почему? Географическое положение такое. С одной стороны, европейские державы, с другой стороны, сефевиды, Иран, Россия, а тут еще арабы, которые как бы не очень были довольны тем фактом, что пришли тюрки, ими командуют, ну и так далее. И вот это вот создавало динамичную такую геополитическую реальность. В общем-то, тоже понятно. Турки абсолютно не те, кто... Они, конечно, смелые люди, я тут как бы brave и так далее, храбрые, но они прекрасно понимают, что в этих условиях они живут не 1000 лет. До турков жили и сейчас, и византийские... Не, ну, кстати, это потомки тех самых людей, которые многие тысячи лет там жили. Просто, ну, там, этничность их менялась, самоидентификация менялась, но... Оставалось, да. Пришли, ну, вот этот вот слой османский, потому что османами назывался правящий слой. Да. Правящий слой – это осман.
Остальные массы, греки, албанцы, кавказоиды, они все остались, но они стали турками. Я надеюсь, ни для кого в Америке не откроем, если скажем, что... Нет, для многих, кстати, это Америка. То есть некоторые считают, что вот жило какое-то население, потом оно чудесным образом испарилось, или всех убили, и на его месте пришли другое. Такое в истории бывало, но бывало крайне редко, ну практически вот по пальцам можно пересчитать такие примеры. А в основном, ну, язык был государственно-греческий, стал арабский, потом стал турецкий. Потом, ну, а что, например, я был в Стамбуле, да, то есть, ну, вот как я историк, я фиксирую очень многие, подмечаю просто, ну, вот, типажи антропологические. Язык очень много тоже греческих, французских слов, потому что Ататюрк был франкофилом, начиная от лифта, там, асансор, там, пардон, они говорят, ну, вот это вот все. То есть это вот то, что называется пересечением цивилизационных путей. Да, и как бы оно вот выработало определенный архетип поведения этих людей. Они любят торговать, они умеют торговать. А что такое торговля? Торговля – это соглашение и ну, как бы принятие всеми сторонами некого консенсуса. Согласие есть продукт при взаимном непротивлении сторон. Но деньги вперед. Миша Сахибов задает вопрос, который, на мой взгляд, он очень показателен. И он, скажем так, вот этот вопрос – это индикатор понимания или непонимания роли Татарстана и татар вообще в современной истории. Ну, я по-прежнему продолжаю вот эту всю территорию называть Великая степь плюс прилегающие к ней районы. Вот то, что Евразия еще называется и так далее. Примкнувший к ним Шипилов, да. Ага, и примкнувший к ним Шипилов, именно. Ну и леса, конечно, которые там. Значит, вопрос к Руслану. Татарстан находится внутри России. К чему разговоры о свободе и независимости, если географически и исторически Татарстан в любом случае будет в России, при любой власти в Москве? Вот такой вот вопрос, который Миша Сахибов его задает. Я думаю, что на него стоит ответить серьезно, потому что я точно знаю, что он не троллит. Он Миша Сахибов, видимо, наследник, да, великого рода Сахиб-Гиреев, да, которые правили в Крыму. Может быть, нет, я не знаю. В Казанском ханстве тоже. Значит, вопрос абсолютно правильный. Я всячески раз, и уважаемого Гелы, я об этом говорил, что Татарстан, заключенный в те административные границы 1920 года, это не тот Татарстан и не тот татарский мир, за субъектность которого мы боремся. У меня есть концепция Татарстан 5. Да, это Татарстан вот, границ 2020 года, это Большой Татарстан. Вы знаете, что в Татарстане проживает лишь 25% татар. Это Идель-Урал, Волго-Уральский регион. Это пространство присутствия татарских этнических, так сказать, элементов, начиная там в Москве 800 тысяч татар, например, проживает, Питер, Рязань, где был Касимовское ханство, да, до 1681 года, это Сибирь, естественно, и так далее. То есть это огромное пространство, где татары живут. И пятое – это вот диаспора, новая и старая. Поэтому я настаиваю на том, что в случае переформатирования и переучреждения всего этого мы должны отказаться от тех административных границ, которые нам нарисовал товарищ Сталин в 1920 году, сознательно откусив от большой этнической массы татар всю ее часть. Если вы посмотрите, вот по Кайме Татарстана живут татары. Но это специально было сделано. Вот. Я еще сейчас попытаюсь поделиться одной картой. Я вот сейчас научился и радостно это делаю. По поводу Татарстана внутри России. Вот сейчас я это сделаю. Вот смотрите. Вот у нас Татарстан. Да. Вот у нас Башкортостан. Вот это территория Идель-Урала. Я, кстати, случайно поставил карту вначале. А вот это Куандыкский коридор или там, как угодно его называют. Его называют Куандыкским или Оренбургским коридором. Так что, ребят, ну,
не все так однозначно, как говорили, как любят у нас говорить. Вот так вот. Нет, потом эти границы, ну, их чертят, их стирают, да, их кто-то начертил, и кто-то стер, поэтому это все. А если вы возьмете Куандыкский коридор, там татары и башкиры живут, все. Там пытался, да, в Советском Союзе пытались. Ну да, вот еще раз показываем, чтобы было... А это для чего сделал Сталин? Специально, чтобы да. не было внешней границы с Казахстаном. И когда Татарстан 5 раз поднимал вопрос о союзном статусе, потому что по всем параметрам он подходил под это, они говорили, а у вас нет внешней границы. Говорят, а где это было записано? Нигде не было записано, но вот еще Народный комиссар по делам национальности еще вот такую дал справочку. И это вот неформальное сталинское указание, оно действовало уже в виде прямой директивы. Поэтому выйти из этого состояния очень легко. Очень легко. Границы чертятся, границы стираются вообще. А кто будет, так сказать, сопротивляться в случае общего, так сказать, демонтажа всего этого? Проблем нет. Да, никто не сказал, что да, Алматинская, что будет заключена новая Алматинская декларация или еще какая-то, согласно которой вот так вот должны быть границы. Этого никто не сказал. Ну, там еще Миша жалуется на то, что неправильно ему ответили и не так, как он ожидал. Ну, я уже ответил, я думаю, Мише, что не всегда ответы будут удовлетворять. И вопрос от нашего зрителя Азербайджан 163. Нужен ли Туран Азербайджану? Ведь Средняя Азия, Центральная Азия вообще-то, граничит с Россией и Китаем. Это довольно опасно, нас могут тянуть чужие войны. Туран, конечно, нужен, одно другому не мешает и не противоречит никоим образом, потому что само местоположение Азербайджана, о чем много говорит уважаемый нами Резван Бей Гусейнов, оно таково, что он тоже является перекрестием и воздействием очень международных сил. Смотрите, я всегда привожу пример с Евросоюзом. Сохранением, например, государственной идентичности Франции, Германии, Бельгии, это не мешает им быть и находиться в сотрудничестве. И даже Люксембургу ничего не угрожает. Даже Люксембургу, да, и Бенилюксу, да, действительно, ничего не угрожает, наоборот, они находят в этом какое-то преимущество. Критика есть, понятно, это нормальное явление. Поэтому Азербайджан сохраняет собственную идентичность, но при этом вшит в огромную пространственно-цивилизационную сущность. И от этого все только выигрывают. Эксперты говорят о том, что совокупный ВВП может составлять $2 триллиона плюс рост по экспоненте, потому что это новое образование, молодое население, ресурсы, новые, так сказать, коммуникации, я имею в виду торговые. Это может дать колоссальный рост. Речь идет только о существующих государствах или о новых тоже? О новых, я вообще, моя концепция, то есть, которой я придерживаюсь, согласно Турану, он захватывает не только тюркские страны, например, Монголия, то все, что связано было с Дешт и Кыпчак, Украина, Кавказ, Грузия. То есть это подразумевает, что они могут быть включены в содружество, не обязательно, что они должны быть одного этнического корня. Абсолютно нет. Здесь, в Европе тоже... Я имею в виду новых тоже, я имею в виду Татарстан, да, обязательно. Федерация, Идель-Урал. Да, Башкортостан, обязательно. То есть я считаю, что это будет один из сильнейших, если это получится, это сильнейший мировой игрок, который в тройку мировых ведущих игроков войдет точно. Насчет тройки мировых ведущих я не знаю, но в десятке точно будет, и в пятерке тоже, наверное. Даже в десятке, скажем так. Потому что, это так на будущее, наверное, я этого точно не увижу. Но вот, например, я уверен, что 21 век сам по себе будет веком, конечно же, Африки. Африканский союз, союз Турана. Да, Африки, у которых действительно огромные перспективы и огромные возможности. Просто-напросто, сейчас мы находимся только в начале 20-х годов 21 века. А теперь посмотрим взглядом людей, которые находились в начале 20-х годов
20 века. И что произошло потом, сколько всего произошло. Поэтому, ну вот, опять-таки вопрос оптики. Вопрос оптики. И зря Миша Сахимов тут тоже пишет, что Туран мертвый проект. Не мертвый. Структура есть структура, есть идея. Есть идея. А дальше реализуется эта идея или не реализуется? Была бы идея, и люди, и ресурсы найдутся всегда. А дальше уже реализация, это действительно в руках Всевышнего. Но что, есть хорошая поговорка: на Бога надейся, а сам не плашай. Поэтому я думаю, что тут абсолютно очевидно.